Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим о мифологии ингушского народа. Гость нашей программы – архивист-исследователь Берснакок Гайзиков. Берснак, здравствуйте! Здравствуйте! Мифология нашего народа основывается на древних религиозных верованиях. Как мы знаем, тесно переплетается с фольклором, перекликается с мифологией других народов. А начнем, наверное, с того, как формировалась ингушская мифология, ее истоки, зарождение. Трудно сказать, как зарождалась. Дело в том, что ингушский народ очень древний народ, и поэтому в нашем фольклоре, в наших мифах затронуты самые такие первичные представления людей, народа о происхождении мира, о различных природных явлениях. Поэтому корни всего этого уходят очень далеко, вглубь веков, вглубь тысячелетий даже. Поэтому сказать, когда сформировалась, когда зародилась, очень трудно. Но дело в том, что народ на протяжении тысячелетий пронес все это через свою жизнь, через историю. И благодаря нашим исследователям в свое время были записаны эти сказания, мифы, которые мы сегодня читаем и наслаждаемся нашей древней историей, нашей мифологией. Наша мифология, ингушская мифология, она, является собой... Это кладезь, так сказать, большая кладезь. Почему? Потому что, изучая нашу мифологию и изучая мифологию народов мира, мы видим, что есть много общего, много параллелей ингушской мифологии с греческой, с индийской, с разными другими, с народами Малой Азии. Мы видим эти параллели. И поэтому выстраивается такая позиция, линия такая, что наши предки принесли свои верования из Малой Азии и так далее. Но, на мой взгляд, насколько я понимаю, мне кажется, что мы не приносили это оттуда. Наш народ сам создавал свою мифологию, создавал ее здесь, на своей родине. А то, что она имеет параллели со многими мифами народу, древних народов, это надо исследовать и смотреть, откуда были истоки, кто перенял, кто принес и так далее. Это предмет для исследования. Берснак, как мы знаем, основа любой мифологии – это религиозные верования. Пантеон ингушского народа, как он был представлен, и какие аналогии с мифологией других народов мы можем здесь наблюдать? Духовная культура, мифы и фольклор относятся к духовной культуре. Очень сильно развиты были у ингушей. Это для воспитания человека, так сказать, было недостаточно одного такого физического воспитания. То есть здесь у нас присутствуют древние формы религиозных верований и мифов. Вы смотрите, что на нашей территории, которая достаточно небольшая, можно сказать, расположено очень много различных храмов, святилищ, и представлены они в очень большом количестве, очень большом. Это говорит о том, что народ прекрасно знал явления природы и старался создавать, почитать тех кумиров, которые отвечали за какие-то явления природы. Например, бог молнии, бог села, Тхабайерды. Эти все наши святилища, они были очень важными в нашей жизни, потому что каждый из них нес свою функцию. Например, Молдзиерды – это бог войны. С этим богом ингуши, наши предки, шли вперед в атаку, на войну. То есть это бог, который помогал. И так у нас это все окутано. И посмотрите, то на маленькой, небольшой территории нет такой второй территории ни на Кавказе, нигде, чтобы такое было обилие храмов, святилища. Мы говорим храмы, святилища, для нас это святые места. И наши предки вплоть до 20 века очень высоко почитали эти священные места.
Берснак, мы еще подробно поговорим о храмах, святилищах, вообще объектах, которые связаны с мифологией. Хотелось бы как раз-таки немного поподробнее. Конечно, мы не перечислим все персонажи, которые включает пантеон ингушей. Ну вот основные, если так привести основные примеры. И, как мы уже говорили, аналогии с мифологией вот других народов. Если так проводить, вот сходство. Ну, надо сказать, что все исследователи, которые изучали наши мифы и наш фольклор, отмечают, что ингушей было единобожие. То есть, и поэтому у нас верховный бог Дьяла. Вот. Это изначально мы, сколько живем, у нас была вера в единого Бога. Поэтому, но помимо этого у нас были различные, ну, их называют божества, которым поклонялись наши предки. Это, например, богиня Тушоли, богиня плодородия. Она расположена, главное святилище, это в районе местечко такое, Куги, вот, это в районе Эгекала, вот. И такой храм, как Тхаба-Ерды, Алби-Ерды, Гал-Ерды. Самый почитаемый почти до 20 века это кумир Гал-Ерды, которому поклонялись наши предки. И даже вот когда мы, как сказать, приносили присягу на верность России, то клялись кумиром Гал-Ерды. Вот, поэтому их достаточно много. В каждом селении свои, вот Мят села на Столовой горе. Причем их почитали не только жители вот того ближайших мест, но и в целом весь народ. Поэтому это божества, которые распространены на всей территории. Например, Тушоли, богине плодородия, поклонялись весь ингушский народ, где бы, в каких бы местах он ни жил. Даже, например, в том родовом моем селении, это Гилоте, тоже находился храм Тишолте или Тушолте. Вот, и куда, значит, поднимались процессии во время свадебной церемонии. Вот это было. Эти божества сохранились, память о них и почитание сохранилось вплоть до 20 века. Мы изучали мифологию народов мира и обнаружили массу параллелей. Ну, если мы возьмем греческую мифологию, да, здесь есть герой Прометей в греческой мифологии. Но сказано, что он мастер, умелец, создатель ремесел. Вот. Ему, значит, соответствует нашей ингушской, галайской мифологии Пармат. И причем сказано в греческой мифологии, что он достал огонь вот, и прикован к скале на Кавказе. Вот. Мы, когда стали изучать Кавказ, стали смотреть все эти места, которые у нас здесь есть, и обнаружилось, что название, топоним Пармати существует только в селении Хюли. Это у нас в горах. И поэтому это место прикреплено, вот этот герой прикреплен, локализуется именно в этом месте. И в этом же месте находится недалеко гора Цейлом. Цей – это и огонь, это и священный, это и красный, и кровь, и так далее. То есть как раз здесь соответствует и сама локализация вот, героя. Все это соответствует. Возьмем, например, задействованную в этой же трагедии «Прикованный Прометей» девушка Ио. По-ингушски девушка-то Йо. И здесь как раз мы видим некую близость между именем Ио и нашим ингушским Йо. Вот. И тем более, что нам было интересно, мы прочитали это, значит, трагедию на языке оригинала, на греческом языке. И оказалось, вот то обращение, которое она вела к Прометею, она ему говорила, ну, если в русском переводе «беда, беда, жалит меня овод», то в оригинале вот слово «беда, беда» написано «алело, алело». Это чисто ингушское выражение. «Алело» – это восклицание в минуту опасности, там, скажем, пожара, говорят «алело, арсадол дзияни», или же восхищаются, говорят «алело водохамдес». Поэтому вот такие есть параллели. Но если мы посмотрим и названия, имена, вернее, вот, в греческой мифологии, мы просто видим там царь Эдип, а у нас ингушское имя Эдип, там, ну, другие, много их там таких сходств.
Но при этом, конечно, одни сходства это еще недостаточно, но нужно проанализировать и различные другие, как бы сказать, функции этих божеств, этих героев. И мы видим, что многое сходится здесь, есть параллели. И не только греческая. Мы если возьмем и кетскую мифологию, мы видим, что там есть сходство, хотя они живут на Енисее, вот, а маленький народ, но он оставил богатую мифологию, которая имеет параллели с ингушской мифологией. Также можно брать и индийскую мифологию, вот, где, например, главный герой, один из главных героев – это Шива. Это сегодня такая принятая форма, но помимо этого есть еще форма Цива. И вот когда значит, мы стали искать, откуда же идет истоки названия Шива или Цива, то англичане объясняют, что данное слово взято было вернее, осталось от протодравидийцев, древнего населения Индии, которое на их языке означает «красный». А мы видим, что «цивы» – «красный» как раз соответствует ингушскому языку. Но это такие, на первый взгляд, казалось бы, ну, может быть, случайные совпадения, можно подумать, что это так, просто так. Но дело в том, что при глубоком изучении мы видим параллели и во многих других вещах. Это говорит о том, что мифы все-таки в большой степени взаимосвязаны друг с другом. Есть и такие, их называют бродячие сюжеты, там мировые сюжеты, которые перекликаются в мифологиях разных народов. Вот. Но дело в том, что наши мифы записаны со слов стариков, которые, в принципе, в свое время не выезжали, жили в горах, они не пользовались литературой, там в то время не было, там, скажем, радио, телевидения. И вот то, что мы в нашем языке, в ингушском языке, в наших мифах сохранились такие сходства, параллели, это действительно заслуживает внимания к нашей мифологии, к нашему фольклору со стороны ученых. К сожалению, мы в этом плане, вот, записей, которые проводились, мы видим, что их не так много, как нам хотелось бы. То есть записи были, но они не сохранились многие. Но, с другой стороны, наши мифы и наш эпос, нарский эпос – это очень архаичный эпос, и многие исследователи отмечают это. И поэтому я считаю, что у меня было много контактов с многими исследователями соседних народов, и мы говорили, что без привлечения ингушского языка, без привлечения ингушского фольклора нельзя ответить на многие вопросы, которые есть, ну, нерешенные вопросы, скажем, в нарском эпосе. Поэтому я объясню это. Ну, например, в адыгском эпосе или в кабардинском эпосе присутствуют два героя – Пизегеш и Мегезеш. Вот. Причем нет, как бы сказать, нет объяснения этим именам. Сказано только, что они в одних случаях играют роль мужа и жены, в других случаях брата и сестры. И, ну, нет ответа на этот вопрос. А когда мы стали изучать и сравнивать с ингушским языком, обнаружилось, что по-ингушски «пезегеш» – это мужская обувь, а «мехсеш» – это женская обувь. И получается, что они соответствуют ингушскому пониманию обуви, но одна мужская, а другая женская. Вот есть такие, вот, как бы сказать, параллели. Но если это можно еще как бы оспаривать, то есть другое выражение, которое есть в песнях адыгских. Они используют термин «гоуз». «Гоуз» – «патерас». И вот ему нет объяснения. В песне слово есть, а в лексиконе слова «гоуз» нету. И объясняет его где-то примерно славный, где-то славный. Что, например, Патерас, находясь в утробе матери, отомстил обидчику своего отца, так вот вроде бы, да, и переводит это, при этом переводит как «гоз», как «боль ста сердец».
А если здесь употребить ингушское выражение «гоус-сагоэс», «гоус», то есть хитрый, настолько умелый, настолько он такой проходимый, так сказать, обладающий такими свойствами определенными, то оно наиболее лучше, так сказать, объясняет. Если говорить о географии ингушской мифологии, особенно мы знаем, часто фигурирует в наших мифах горная местность. Вот конкретно, если назвать некоторые примеры, объекты географические, места, которые упоминаются в мифах, перечислить. Вы отчасти назвали уже гору Цейлон. Гору Цейлон можно назвать мировой горой, как это принято в мифологии. Но помимо Цейлона у нас почти многие герои расположены, как бы сказать, ядро эпоса, нашего эпоса, нарского эпоса, в принципе, расположено в районе Горной Ингушетии, и они включают в себя вот эту горную цепь Цейлон, Мятлом, вот в этих местах. Но помимо этого у нас есть и другие, как бы сказать, места, где отложились имена, названия различные из эпоса. Например, Нясар. Вот Нарт-Нясар – единственное место на Кавказе, которое соответствует имени Нясар, находится здесь у нас Назрань. Это есть Назрань и есть Нясар. То есть уже и равнина, да? Да, это равнинное место, да. Здесь же рядом, там, где упоминается Нясар, обычно часто упоминается и Ачмаз, или, как его называют, Ацамаз у соседей, ну, на ингушском выражении Ачмаз. А Ачмаз-Буарс – это единственное место в честь Нарта Ачмаза находится в селении Икажево. Вот у нас есть фотографии, мы его покажем, вот посмотрите даже, вот Ачмаз-Буарс, это очень, посмотрите, какое величественное, такое древнее, так сказать, картинка, это наша современная, но вот этот, и он сохранился до наших дней. Больше на территории Кавказа такого объекта, чтобы соответствовало нарскому эпосу, ну, на Кавказе больше нет, только вот селение Икажево. То есть привязка уже конкретно вот определенного мифа, сказания, предания, мы видим, вот географическая привязка, это очень важно. Конечно, важно. Дело в том, что когда мы начинали изучать эпос, мы вообще просмотрели все варианты на разных языках, на осетинском, карачаево-балкарском, на адыгских языках. Просмотрели все для того, чтобы выявить, самое главное, на наш взгляд, это было выявить резиденцию героев, то есть место локализации всех героев. И оказалось, что большинство героев локализуются на территории Ингушетии. Потому что помимо Нясара и помимо Ачмаза, там есть еще другие герои, например, как Гермешки, Кузышки. Гермешки находятся в районе Далакова, Кантышева. Вот. Кузышки в районе Кантышева, поселок Майский, вот в этих. То есть они локализуются конкретно на местности. Вот. И Гермешки-Гу находится в районе города Беслан, где-то в этом районе находится. И люди знают этот курган Гермешки-Гу. Поэтому они, вот это, есть привязка к местности конкретной. И, как вы уже отметили, Берсенок, объяснение на нашем языке. Да. Ну, объяснение надо искать, вернее, надо, чтобы было правильно, надо смотреть на разных языках, но при этом выбирать наиболее подходящее из того, что есть. То есть можно сказать о том, что ингушский язык наиболее ясный дает вот объяснение этим мифам? Конечно, дает. Да. Вот смотрите, у нас священной горой, мировой горой такой является Бешлом-Куарт, это Казбек. Да. Вот. И многие наши герои, например, Мехкнан, расположены на Бешломе. Вот. И бог, ну, они пишут обычно бог Тха, он тоже расположен на горе Бешлом, Казбеке. Если мы посмотрим на нарский эпос, скажем, вот осетинские варианты, то мы обнаруживаем, что такая священная гора, как Бешлом-Курт, она вообще не проходит. Не проходит ни одна река известная. То есть нет точной локализации места. Есть условные названия какие-то, которые никак не сопоставляются с конкретной местностью. Есть условные названия там. Вот поэтому я считаю, что в нашем эпосе наиболее
как бы сказать, полезны для исследователей, наиболее полезны наши исследования, наш язык и наш фольклор. Вот. И надеемся, что исследователи обратят внимание на это. Вот. Ну, а вообще-то для того, чтобы дать точную картину, необходимо, конечно, изучить все национальные версии кавказских народов. И здесь возникают вопросы, кто же автор. Вот. И вот смотрите, как и получается, что если, скажем, балкаро-карачаевский эпос признать как бы главным, да, тогда получается все остальные версии как бы неправильные. Вот. Но дело в том, что когда мы анализируем иранский эпос и тюркский эпос, то мы видим, что ономастикон, то есть имена героев, которые у нас в нарском эпосе, они отсутствуют и в иранском эпосе, и отсутствуют и в тюркских мифологиях отсутствует, но всегда присутствует в кавказских. То есть в данном случае получается, что, скорее всего, надо бы рассматривать истоки зарождения эпоса. Это между адыгскими и ингушскими, так сказать, вариантами. Здесь было бы хорошо при изучении, скажем, проводить совместные, так сказать, исследования со специалистами соседних народов, и используя при этом данные возможности каждого народа искать какие-то общие моменты и пытаться найти истину в этих вопросах. Ну, в данном случае пока еще вопрос этот, кто автор нарского эпоса, еще не решен. Все специалисты, делая свои исследования, полагают, что эпос того народа. Но мы видим, что вот ономастикон, мы видим, что имена, они, в принципе, ложатся на кавказскую почву. То есть родина является Кавказ. Берснак, как вы отметили, получается, нарский эпос – это характерное для всего Кавказа явление. Но вот если брать нашу мифологию, как он представлен в нашей мифологии, нарский эпос, и перечислить хотя бы основных героев, вот как в ингушской. Ну, смотрите, да. Здесь в свое время было неправильно поставлено, вот, задана такая вещь, как будто бы вот есть такие местные герои, это Кулайкан, допустим, там, и пришлые Сеска Солса. Но мы видим, что Сеска Солса, это здесь расположена и гора Сеска Солса, здесь и святилище Сеска Солса. Здесь все действия его конкретно ложатся на территорию Тарской долины и на горы. И нарты происходит из Санибы, а мы знаем, что тогда картина была совсем другой в прошлом. Вот, в Санибе жили ингуши в свое время. Поэтому здесь в районе Чми похоронен один из предков, так сказать, Баркумкант. Есть такая, значит, запись такая есть. То есть, с другой стороны, эти герои здесь, они вообще локализуются в районе Центрального Кавказа, ну и большей частью вот на территории Ингушетии, эти герои. Но при этом здесь есть еще одна такая вещь, как порой часто нарту называют нарт Орхустой. И вот здесь случилась в нашей истории неправильная трактовка, что стали соединять понятие Орхустой с понятием Орстхой. Орстхой – это историческое название конкретного общества, а Архостой – это мифический, так сказать, народ, который жил в далекие времена, тысячелетия назад, нарт Орхустой. Причем локализация Орхустой находится в районе Балта, Чми, Редант. Вот в этих местах находится. То есть вот этот термин нарт Орхустой, он неверный получается? Нарт Орхустойский должен быть, потому что это Орхустой. Да. Мы брали для этого различные
сказания, различные варианты старые, я имею в виду. Там везде написано «орхостой». Ну, где-то есть форма «эрхостой», но это как бы форма всего лишь навсего. Ну и поэтому получилась какая-то как бы неразбериха какая-то, которая сегодня каким-то образом она влияет на эти анализы этих вещей. Поэтому просто даже сам Чак Ахрей, он когда писал свои работы, вот сборники сведений о кавказских горцах, он отметил это, сказал, что это нарты Орхустой. А что касается Орштхой, это общество, ингушское общество. Вот, оно не относится к нартам, то есть их не надо путать, это тоже ингуши, но эпос, когда говорим о мифах, об эпосе, надо иметь в виду древний народ Орхустой. Но это само место Орхустой находится в районе Чми, Балта, Редант, вот в этой зоне. И когда мы смотрим, вот как бы где резиденция была Орхустой. То есть даже географически это не место проживания арцхоевцев, получается, да? Да, так, но дело в том, что мы видим, что по описанию вот дальше восточнее Фартанги вообще нет, не локализуются нарты вообще. Они максимум доходят до Ассы, вот в районе Ассы и междуречье, скажем, там Терека, и можно чуть дальше там район Даргавса взять, вот в этом районе. Вот дальше они затухают, так сказать, на восток. Вот. В других местах есть только такие локальные какие-то небольшие упоминания, но они не являются собой вот как бы ядерную, так сказать, ядро эпоса, не показывают они. И в том, что есть различные верования, различные сказания есть, ну, слышали люди, что-то говорят. Ну, а в основном действие разворачивается вот в районе, скажем, вот Даргавс и Асса, река, вот примерно, вот, ну, в Центральном Кавказе, здесь только в основном. Это я говорю о нартском эпосе. Ну, а если мы начнем просматривать и культуру, потому что, чтобы говорить так, вот, что это место зарождения здесь было, то культура, кабанская культура, или возьмем мы майкопскую культуру, она также соответствует как бы этому региону соответствует. То есть это получается, что это сохраняется преемственность, связь между нартским эпосом и вот этими культурами. То есть речь идет о Центральном Кавказе, локализация здесь. Поэтому ну, здесь могут быть разные представления, разные выводы могут быть. Но на то и мы должны исследовать, смотреть и уже выбирать наиболее подходящие, наиболее ближе к истине вещи мы должны выбирать, мы должны ответы такие выбирать. Ну, надеемся, что чем дальше мы будем изучать, тем мы будем ближе к истине. На ваш взгляд, вот, и исследования ученых, что позволяют насчет этого говорить, вот эти версии кавказского происхождения греческих мифов, насколько они имеют под собой основания? Насколько об этом можно сегодня говорить? Ну, мы делали исследования свои и пришли к выводу, что вообще местом зарождения всех мифов является Ингушетия. Вот, в свое время мы выступали с этими докладами на протяжении лет 15 в разных местах, включая там и Тбилиси, и Берлин, и Элиста, и во многих других местах. Конечно, к этому относятся очень настороженно, как-то недоверчиво, как это так, что так это может быть. Но когда мы сравниваем и ищем ответы на вопросы, то обнаруживается, что на все может ответить рельеф Ингушетии. Поэтому мы, когда изучали рельеф, то обнаружили многие изображения многих героев, которые совпадают абсолютно так, как они описаны в Махабхарате, там, в скандинавской мифологии или в греческой мифологии. Причем они не соответствуют, как бы сказать, там, где сегодня это происходит. Вот поэтому, это как бы теория такая гипотетическая, конечно, много споров, но мы обнаружили в этой связи более 700 изображений, которые соответствуют абсолютно по всем показателям.
Ну, конечно, кто-то принимает, кто-то еще это не принимает, но в дальнейшем все-таки, я думаю, что обратят внимание, потому что там не только изображение сверху, вот рельеф с высоты птичьего полета, там еще во многом и сходятся слова, названия различные сходятся. Вот поэтому здесь важно, но мы будем работать, говорить об этом, спорить, дискутировать, и надеемся, что рано или поздно эта точка зрения будет принята. Почему мы так говорим? Потому что когда мы изучали индийские мифы и нашли изображения Вишну, Шивы, ну, разных там других героев, здесь у нас, причем их нет там, в Индии, когда мы смотрим сверху с высоты птичьего полета на спутниковых картах. Но это все пока, конечно, не имеет, как бы сказать, еще не принято, можно сказать. Но чем больше людей входят в это, познают, то они где-то во многом соглашаются. То есть пока нет должного научного обоснования, да, для таких разговоров? Нет, конечно, это спорное, конечно, во многом спорное. Почему? Потому что ну, как бы та технология, тот метод, который мы применили, взгляд с высоты птичьего полета на рельеф, он вообще является как бы совершенно новым методом вообще в исследовании. Он применялся только для поиска полезных ископаемых, для поиска там, ну, старых городов, там, различных там археологических вещей. А вот так вот применение в увязке с эпосом, с мифологиями, этот метод не применялся вообще никогда. Поэтому мы применили, но я думаю, что это мы не спешим, я думаю, что со временем все это будет исследовано, можно подискутировать, и если что-то будет неправильно, будет отвергнуто, а то, что правильно, то будет принято. Поэтому этот вопрос, как и всякая гипотеза, она должна пройти свое время, свою, так сказать, жизнь, оно время покажет. Но мы надеемся, что все будет так, как вот мы говорим. Берснак, вы отметили, что некоторые объекты нашей материальной культуры, в частности, ну, конкретно если говорить архитектурные сооружения, часто упоминаются в мифологии и вообще связаны с мифами. Конкретно вот храмы, святилища, которые связаны с нашей мифологией, и вот некоторые примеры, которые сохранились до наших дней сооружения, вот если так назвать. Ну, например, Хабаирды и в увязке с нашими фольклором есть такое, как бы сказать, предание, рассказ такой, что там собирался Меххел, наши предки собирались, и здесь как раз затронут один вопрос о выборе князя. Вот, когда, значит, люди собрались и говорят, хорошо, может быть, нам рассмотреть вопрос о выборе князя. И в это время, значит, Эвис де Гаст, он не пришел на это собрание, потом за ним послали человека, он потом приехал, вот, и приехал, значит, в хорошем одеянии, но опоясан он был ослиным ремнем. И когда он приехал, и он сказал, что как это мы выбираем, вот моя одежда подходит, а, ну, говорит, ремень не подходит. Вот так же, говорит, и нам, и князь не подходит. И вот это все происходило, это с одной стороны и фольклор, а с другой стороны место действия – это храм Тхабаирды. Как раз-таки та версия в некоторых источниках, по предположениям некоторых ученых, историков, что Тхабаирды – это храм, который имеет христианское происхождение, и затем в позднее более время там стали проводиться языческие какие-то обряды. Насколько это имеет под собой основание, что храм Тхабаирды изначально христианский храм? Я не считаю так, что он христианский. Почему? Потому что там нет атрибутов христианских, на мой взгляд. Вот. Дело в том, что он посвящен богу Тха. Вот. Это не христианский бог. А с другой стороны, рядом находится Албиерды, находится ряд других храмов, которые являются собой чисто ингушскую, алгайскую пантеон, так сказать. И он не имеет никакого отношения к христианству.
Хотя использование каких-то символов присутствует здесь, но эти символы существовали здесь у нас, в Ингушетии, еще задолго до христианства. И не только здесь, они везде существовали. Поэтому я не совсем с этим согласен. Дело в том, что должны были быть остаться какие-то остатки в форме, скажем, имена должны были быть какие-то там, или еще что-то там. У нас абсолютно нет этого в нашем языке. Вот. Поэтому я считаю, что это чисто местное, галайское, имеет галайское происхождение, потому что у нас свой пантеон, и он очень большой пантеон, и может быть там какие-то элементы имеют какие-то параллели, это другой вопрос. Но в целом это чисто местное ингушское, как бы сказать, храм, я имею в виду. Если говорить о фасаде храма, мы знаем, что там изображение святых, да? И вот как раз-таки говорят, что это изображение христианских святых. Вот насчет этого, что бы вы сказали? Но фасад мог быть дополнен в более поздний срок, да? В более позднее время. Трудно сказать. Я думаю, что надо вообще много изучить еще. Дело в том, что мы не изучили надписи, которые над Хабаирдой, которые написаны на Святом Руле, но надо разобраться вообще со всеми надписями, посмотреть, что там написано. Вот, поэтому рядом представлены и другие еще храмы. Вот, они имеют с собой свою вот местную, так сказать, культуру. Там нет христианства, на мой взгляд. Хотя в научных публикациях ученые говорят, что это христианский храм. Пишут так. Берсна, какие материалы по ингушской мифологии вам удалось найти в ходе вашей исследовательской работы? И примеры вот источников, благодаря которым нашлись ответы на вопросы? Или наоборот, может быть, какие-то источники послужили причиной возникновения новых вопросов? Вообще вот о материалах, которые вам удалось найти. Скажу о материалах. Здесь вот есть, мы сейчас будем публиковать у себя в книге. Вот это мы берем труд один, это очень редкий труд, он неизвестный был доселе. Это как раз о памятниках, археологических памятниках, архитектурных памятниках Ингушетии, 1938-1939 год. Здесь как раз даются многие ответы того времени на многие эти храмы, святилища, постройки. Вот. Помимо этого, значит, мы обнаружили много здесь всяких у нас, вот мы взяли вот какие-то, смотрите, это храм Морч-Сели, там вот Галирдей. Вот Хабаирдей с немецких источников. То есть вот он Хабаирдей, вот смотрите, здесь вот это снимки. Вот святилища, которые были в Жирахе. Вот. И вот такое, посмотрите. А вот что касается материала, который вы говорили, вот, на мой взгляд, самый такой, что касается мифов ингушских, вот первое вот записан был, это вот Карл Кох, «Райса дух Русланд», вот это 1843 год. И вот он здесь, интересно отмечает, здесь на немецком языке, здесь вот этот лист на немецком языке, здесь написано, что в районе горы Дикдук, это в районе Фуртовга, там, значит, ему, значит, рассказывали ингуши местные о том, что здесь в свое время был Александр Македонский, здесь был. И здесь у него была пещера, и в этой пещере была обставлена различными там красотами, коврами. И вот, но потом там случилось обвал горы, но есть люди, которые 50-60 лет назад, до его посещения, которые видели это все. Это говорит о том, что местному населению был известен Александр Македонский. Потом, что касается вот чуть дальше, позже, вернее, вот мы здесь публиковали Сказбека, вот это 1865 год, это рассказ в селении Гвилете, ингуши рассказывали о всемирном потопе. То есть, а если народ знаком с
истории всемирного потопа, это говорит о том, что народ сохранил в себе представление о тех далеких временах. То есть это как бы в народе, значит, сохранились древние мотивы, я имею в виду, о потопе. Позже уже наш крупный исследователь Чах Ахриев, вот он в своей работе, вот и работа его, Чах Ахриева ингушей, и он как раз здесь привел представление ингушей о начале мироздания, вот, миросоздания. И вот здесь различные у него вещи, в том числе здесь он пишет впервые, он говорит о том, что тушоликутом, вот, о том, что не было воды, вот она стала клевать тушоликутом, и появилась вода. Потом другие различные сказания, туман, гром, молния и так далее. То есть это как раз то, очень древние вещи, очень древние, которые существуют в народах, у крупных народов, древних народов, они у нас тоже существовали. Поэтому, вот смотрите, мы принесли с собой картинку, вот это Курхарс. А вот недавно мы были в Москве, посетили Третьяковскую галерею, и там я увидел скульптуры греческие Париса, похожие, ну, схема такая же, точно такая же, головной убор, который был у древних греков, я имею в виду. Там же мы обнаружили, вот сейчас поездки были, вот смотрите, очень картинка интересная, это рисунок ингушского аула, это 1802 год. Вот. Это очень редкая вещь, вот я показываю, чтобы люди видели. Это надо еще анализировать, в каком месте это. Вот. А что касается наших храмов, то их картинок очень много. Посмотрите, вот вот я хотел показать их, там какие. Вот Тумгоерда. У нас большое количество храмов, очень большое. Вот Албиерда. И Тазгерда. Храм святилища Диалите. Аушсел. В районе Салги. То есть, ну, мы с тобой... И вот изображение нашего предка, ингуша, вооружения. Это из немецкого издания, в 1845 году было опубликовано. Ингуш в полном вооружении. Смотрите, это красавец такой. Нам приятно видеть, вот в каком виде наши предки в полном вооружении были. В предыдущих материалах исторических, которые мы готовили, мы говорили о святилище Сескасолсы. Сегодня мы знаем, оно полуразрушенное, но буквально около 100 лет назад оно было в таком хорошем состоянии. И у вас, кстати, была фотография, которую вы в ходе одного из исследований смогли обнаружить в архивах. Связь конкретная героя нардского эпоса, да, и с реальными, конечно, архитектурными... Это здесь, в районе Салги, да, это святилище есть такое. И но у нас ряд и других, вот мы показывали, я сейчас с собой не взял, это святилище Мяцел. Если мы говорим о Мяцеле, который на вершине Мятлам, там даже 3 святилища, вот, а здесь у подножия было еще одно святилище. То есть этих святилищ достаточно много. Это говорит о том, что люди как бы знали много, и мы до сих пор не знаем, почему существовали вот такие святилища в таком количестве. И нам надо, конечно, изучать и разбираться, почему такое большое количество было. А еще мы видим, что некоторые святилища расположены на очень высоких, труднодоступных таких местах, где вообще человеку очень трудно даже подняться. Вот как раз-таки святилище Сескасолсы – это труднодоступное место, мы знаем. Причем, о чем еще хотелось бы поговорить, Берснак, что в этом районе не только святилище Сескасолсы, да, оно сегодня полуразрушенное. Кроме этого, там есть стела Сескасолсы, и по преданиям он похоронен, и это как бы надгробная плита
над его могилой. Вот такие вот факты и подтверждения, такие архитектурные сооружения, соответствующие объекты, памятники. Можем мы говорить о том, кстати, вот еще один герой нашей мифологии Магу, тоже есть храм Магу-Ерды, что это реально когда-то жившие люди, и потом уже со временем они как-то обросли вот такой мифологической оболочкой. Ну, здесь, с одной стороны, как бы это и мифы, а с другой стороны, например, что касается Сеска Солса, здесь вот в этих записях, которые я показывал, там прямо сказано, что Сеска Солса женился, у него было 8 детей, и от него пошел галгайский народ. Все галгаи пошли от, вот, ну, это как бы потомки этого Сеска Солсы. Причем его похоронили здесь, в районе Цейлома, это как раз там, где мы сейчас говорим, и назвали гору в честь него, гора Сески Солса. И написано, что селение Икикал лежит у подножия горы Сески Солса. То есть в нашем эпосе связывается и мифическое с действительным, я имею в виду. То есть и сами имена, вот Суси, там, вот эти все имена, которые мы имеем в нашем аномастиконе, вот эти имена наших героев. Вот Кула и Кант, например, Кула, и у нас эти имена до сих пор существуют. Это говорит о связи духовной нашей культуры с действительностью, с нашей, с реальностью. Берснек, на ваш взгляд, необходимость изучения мифологии ингушского народа, важность изучения вот этого направления и значение вот этих исследований для изучения нашей истории и культуры? Я думаю, что очень важно еще и то, что надо бы, конечно, записать даже вот от тех людей, которые сегодня живут, старшего поколения, я имею в виду, потому что уже сегодняшние люди знают меньше, конечно, чем наши деды и прадеды, но надо записать любую информацию. Вот, и надо записывать топонимы тех мест, где мы сегодня проживаем, чтобы знать, с чем она связана, интересоваться этим. Я думаю, что по мере развития науки будут обращаться как к ингушским мифам, к ингушской мифологии, так и к ингушскому языку. И я считаю, что, вернее, я бы хотел, чтобы в европейских центрах исследовательских, там где-то в Беркли и в Лейпциге там изучают ингушский язык, но я бы хотел, чтобы на повестке дня стояла бы ингушская мифология, потому что ингушская мифология в перспективе при изучении ее можно ответить на многие вопросы, связанные с мифологией других народов. Индии, там, Скандинавии, Греции и так далее. Сейчас, когда я это говорю, кажется, что это как бы, ну, о чем там он говорит, но я знаю, что в этом есть, как бы сказать, полезное зерно, и мы в своих публикациях что-то можем и показать, взаимосвязи, показать, что через ингушский язык и через ингушскую мифологию многое можно прояснить в истории других народов, в мифах других народов. Но для этого нужно сотрудничество, совместное исследование. Вот. И, конечно, я понимаю, что не сразу принимать на веру то, о чем мы говорим, но в процессе исследования, в процессе совместных исследований можно прийти к какому-то результату, хорошему результату, я имею в виду. Для этого нужно просто обращать внимание на нашу территорию, на наш язык, на нашу мифологию, на ингушский язык, я имею в виду. Берснек, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Большое спасибо. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что этот выпуск был посвящен мифологии ингушского народа. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.